В порядке, да? Все? Все, да? Да, начали. Да, уважаемые коллеги, просьба открыть ваше видео. Мы хотели бы вас видеть. Меня не будет видно. У Алмаза чуть-чуть, ну, Это я переборщил. технические неполадки, ну, Вот ну Айпери ладно. можешь Ну, просветить. хотя бы картинку, и мы должны видеть хотя бы картинку. Искандер, У меня включите, там пожалуйста, 3D картинку. фото. Угу. Окей. Знакомый пейзаж. Власть тут не поменялась. Власть... Не. Я думаю. Да. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги. Давайте тогда начнем наше сегодняшнее мероприятие, посвященное вопросам социальной сети как потенциальный источник конфликта и возможный фактор дестабилизации. Язык вражды, инструменты регулирования споров в социальных сетях и предупреждение языка вражды. Данная тема, она как бы актуальна. Я еще чуть-чуть скажу после приветственных слов. Для приветственных слов я хотел бы пригласить представителя Госкомиссии по делам религий Джунуса Мурзалиева. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я прошу прощения, тут очень мало народ. Еще будут подключаться, да? Нет, дело в том, что остальные, кто будут смотреть в открытом доступе. В открытом доступе, понятно. Стрим он открыт в Фейсбуке и в других социальных сетях тоже, поэтому кто-то будет смотреть, надеюсь, через Хорошо, спасибо большое. источники. Ну да, на самом деле подняли очень хорошую актуальную тему. И вот мы еще раз убедились в том, что социальные сети, вообще интернет-пространство — это очень такой инструмент для быстрой мобилизации граждан. Но это с точки зрения опасности, это, конечно, опасно. Некоторые граждане могут и особо не умеют так, сортировать или же анализировать информацию, что фейк, что правда. И это их вводит в заблуждение. И, возможно, это тоже хороший инструмент для распространения, быстрой распространения информации. Но мы видим, что на сегодняшний день контролировать эту сферу очень сложно. И это, к примеру, тот спорный законопроект о манипулировании информацией. По крайней мере, это в нашей стране очень сложно это делать, потому что мы привыкли к открытому доступу. И, мне кажется, для того, чтобы хоть как-то предотвращать или же противостоять к этому действию, нужно, потому что обучать граждан то же самое, что медиаграмотность, что делают многие неправительственные организации и международные организации. И в этом плане вот презентация Алмаза Исманова будет очень полезным для нас, так думаю. И вообще, нужно будет какие-то регулятивные меры тоже, да, обсудить, что можно было бы сделать. Предложить, да? Да, предложить, как можно, да. А так, в целом, очень хорошая, актуальная тема, что вызывает такой большой интерес. Спасибо большое. Спасибо большое, Джунус. И от имени International Web я хотел пригласить координатора данного проекта Айпери Турсуналиеву поприветствовать наших участников. Айпери, вам слово. Айпери как вас убежала прямо в этот момент. Возможно, были какие-то технические вопросы. Ну, хорошо. Вот изначально данный проект разрабатывался как проект, направленный на профилактику языка вражды среди населения в отношении верующих людей, который, то есть проект разрабатывался в феврале, в марте этого месяца, как раз в то время, когда только-только эпидемия COVID, пандемия уже, да, COVID начиналась распространяться вообще во всем мире. И как раз в то время одним из первых, которые были официально зарегистрированы как зараженные,
имеющие заражение данной болезнью COVID, были возвращенцы из Умры. Умры, они первыми были зарегистрированы как зараженные COVID в феврале этого года. И это породило очень много, негативной реакции в отношении религиозных людей. Это поразил большой резонанс, и соцсети буквально были забиты, то есть заполнены негативной информацией именно в отношении верующих людей. Уже там не смотрели, что как бы болезнь не смотрит на твою веру или неверу, или на твой статус, да, но уже люди переходили на вот именно на язык вражды в отношении верующих. И именно в то время мы начали разрабатывать данный проект, и данный проект направлен был именно на сглаживание вот этих резких моментов между верующей и светской частью населения. И в целом тогда ситуация она не была такой острой, конечно, да, но мы после этого пережили первую волну, мы отсиделись на карантине, потом была ситуация с пандемией, настоящая ситуация, настоящая трагедия в июле месяце. Но ситуация в Кыргызстане меняется очень быстро, кардинально быстро, молниеносно даже, можно сказать. Сейчас ситуация с ковидом, она до сих пор остается сложной, до сих пор есть большая угроза распространения данного, она уже распространяется, но есть большая угроза того, что мы понесем большие убытки от этого, но в данный момент, к сожалению, на первое место у нас стал вопрос политический. То есть направление дискуссии уже переключилось на политическую арену, то есть практически противостояние идут разных сторон с политическими взглядами. И ситуация меняется у нас, как я сказал, молниеносно. Если, например, до 6 октября это были выборы, когда в основном употреблялась такая недружелюбная речь в отношении своих оппонентов, да, то после выборов это уже противостояние нового премьер-министра и президента. Вот такой вопрос возникает, как в данной ситуации быть нам? Как не попасть нам в эту волну негатива, как хотя бы, если бы не остановить, но хотя бы уменьшить вот этот поток негатива и вот эту враждебность в социальных сетях. Потому что в социальных сетях оно как бы человек сидит или за телефоном, или за компьютером, и он как бы его мало что контролирует. Поэтому вот как в этом, как вот это противостояние, вот этот язык вражды уменьшить, вот мы сегодня предлагаем обсудить. И для этого мы пригласили эксперта Алмаза Исманова, журналиста, активного гражданского деятеля и основателя портала Prevention KG, который активно работает со многими гражданскими организациями, со многими проектами. И надеюсь, мы сегодня обсудим данные вопросы, услышим экспертное мнение, потом зададим свои вопросы. Для этого мы здесь и собрались, и я надеюсь, что мы получим
вопросы от наших зрителей тоже. Алмаз, добро пожаловать. Спасибо. Да. И спасибо вам за то, что вы согласились сегодня участвовать на сегодняшнем мероприятии. И я хотел бы сейчас предоставить вам слово. Спасибо большое. Я могу демонстрацию экрана, да, запустить? У меня есть доступ? Сейчас. Так, я должен сейчас ко-хост сделать. Окей. Ко-хост. Вот, я вам пароль дал. Сможете, да, теперь? Да. Угу. Да, есть. Есть. Угу. Так, видно, да, моя презентация? Да. Отлично. Я вот видео отключу, чтобы не мешало. Язык вражды в социальных медиа в эпоху COVID. Вот и почему мы так нетерпимы друг к другу именно сейчас. Вот буквально вчера, когда я вот наводил последние штрихи своей презентации, вот было последнее сообщение МВД Кыргызской Республики, да, вот что вот задержан молодой человек, которого подозревают в разжигании межнациональной вражды. Во время вот задержания он сказал, что к этому провокационному видео он не имеет никакого отношения, то есть он его не снимал и не публиковал, что якобы кто-то, третьи лица смонтировали и выставили его в социальные медиа. Вот этот пример, я считаю, очень наглядный, то есть когда либо как бы этот молодой человек что-то не договаривает, либо второй вариант, когда он действительно стал жертвой тех хейтеров, да, которые срезали видео, как-то его грамотно так смонтировали, и от его имени распространили. Вот этот пример, вот, я считаю, один очень яркий, показывает, насколько вот, люди беспечны в обеспечении своих информационных прав, и как они могут стать вот жертвой хейтеров, и потом могут их привлечь к ответственности согласно Уголовному кодексу. Язык вражды, вот на самом деле, когда мы говорим язык вражды или хасапилдеген, нету точного определения. В международном праве вообще отсутствует единое какое-то определение. Вот международная организация артикль 19 вот, в прошлом году сделала интересный такой вот анализ языка вражды, и к их чести, они даже перевели его на кыргызский язык. Вот это, я считаю, что это, наверное, на кыргызском языке это, наверное, первое пособие, посвященное языку вражды. Вот они его определяют как это любое выражение дискриминационное по своему характеру вражды к людям. То есть вот там есть и в то же время они подчеркивают, что такого международного определения языка вражды нету. Каждая страна, каждое общество исходит из своих каких-то особенностей. Да? Где-то это больше сориентировано на мигрантов, где-то на другие религиозные группы, или межнациональные, или региональные группы. YouTube. Вот очень часто у нас, вот, так как мы сейчас в социальных медиа, на платформах загружаем, и платформы большие, да, чтобы как-то защитить, они разрабатывают свои правила, принципы сообщества, которых они стараются вот, контролировать и ограничивать доступ тех пользователей, которые нарушают эти правила. Вот YouTube, например, более четко, на мой взгляд, определяет язык вражды. Это как высказывание, которое призывает к насилию и к ненависти, к отдельным лицам или группам людей. YouTube в этом отношении более четко определяет, понимает ответственность. Вот. Европейский суд по правам человека рассматривает язык вражды как форму самовыражения, которая включает распространение, провоцирование и стимулирование или оправдание расовой ненависти, ксенофобии и других видов ненависти. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации понимает язык вражды и отличает его основные принципы человеческого достоинства и равенства, когда нарушаются именно эти принципы, более размыто. На мой взгляд, вот YouTube более конкретно
характеризует, что такое язык вражды и Европейский суд по правам человека. Международная организация вообще очень осторожно подходит, я заметил, к определению языка вражды, потому что они опасаются, что якобы в борьбе с языком вражды, то есть может пострадать свобода слова и свобода выражения мнения. В Кыргызстане в Уголовном кодексе у нас есть статья 313, которая называется «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды». Это, именно по этой статье чаще всего у нас привлекают к ответственности граждан, которые нарушают принципы этой статьи и языка вражды. В прошлом году, в этом году, точнее, было очень интересное исследование, очень такое обширное, аналитическое, оно даже было больше авторское, этим оно было очень интересно, которое провела платформа SMD, язык вражды и другие разделительные практики в Кыргызстане. И они подчеркивают, что язык вражды был всегда, с тех пор, как появились они, мы, свои и чужие, с тех пор, как мы поделились или нас поделили. Это очень ярко проявляется сейчас во время поствыборной ситуации, когда это разделение более четко разграничено. Есть они, мы, свои, чужие. В данном случае, если говорить про Кыргызстан, это очень распространенные стереотипы, ярлыки, которые нам навешивают, следуя римскому призыву, да, разделяй властвуй. Это север и юг, это город и село, это кыргызы и киргизы, мусульмане и атеисты, верующие атеисты, традиционалисты, извините, либералы. То есть список можно продолжить. Но на этих стереотипных противоречиях очень часто строится именно язык вражды у нас. В этом году мне было очень интересно, что впервые Центр избирком решил провести переговоры с Facebook, да, о том, какие-то правила предвыборной кампании, агитации, чтобы поговорить. И впервые, кстати, было зарегистрировано рекордное количество онлайн-изданий на освещение предвыборной кампании. Почему я отмечаю это? По кыргызскому законодательству онлайн-издания не являются средством массовой информации. До последних парламентских выборов их регистрация всегда была проблематична. Центр избирком всегда принимал особое постановление и включал их особым своим документом. То есть так как они юридически не подходили. Но в этом году из-за пандемии вся предвыборная кампания, да и вообще вся наша жизнь идет в онлайн, они без шума быстро зарегистрировали онлайн-издание и впервые поговорили о правилах поведения предвыборной кампании социальных медиа, именно с Facebook, не с Европейским судом, не с ООН, не с ОБСЕ и так далее. Это показывает масштаб. Facebook 7 сентября на Фейсбуке, оказывается, было 879 объявлений из Кыргызстана, на которые было потрачено около $4000. Ровно через месяц, 30 сентября, уже было почти 3000 рекламных объявлений, и сумма, смотрите, уже больше 42, больше 41 тысячи долларов. Видите, какая разница за месяц. Было потрачено 4000, а тут уже 41 тысяча долларов. И большинство, и там можно посмотреть, к чести Фейсбука, зайти в библиотеку Фейсбука и посмотреть даже имена и фамилии, кем были оплачены эти рекламные объявления. То есть эти цифры показывают, на какой масштаб. И карта, которую я очень люблю показывать, потому что она реально показывает масштаб, насколько социальные медиа, мессенджеры влияют на нас. Если синее – это Facebook Messenger, зеленое – это WhatsApp. А учитывая, что WhatsApp купил Facebook, если это объединит, это все будет единый цвет. И то есть кто сегодня влияет на
общественно-политическую, социальную, экономическую жизнь в нашей стране, не только в нашей, но и во всем мире. Это именно социальные медиа, это не ОБСЕ, не ООН, не правительство и так далее. Вот даже элементарно такой простой пример. Вот сейчас Facebook поменял интерфейс новый. Вам удобно вот работать? Нет. Многие переключаются на старый, но они нас заставляют перейти на новый интерфейс, а он очень неудобен. Вот это есть наглядный пример того, как социальные медиа просто нас заставляют. Если они завтра изменят правила регистрации, то мы вынуждены будем следовать им. Поэтому ЦИК решил поговорить именно с Фейсбуком, а не с ОБСЕ или ООН о правилах предвыборной кампании, о том, какая она должна. То есть частная социальная сеть гарантировала нам или обещала гарантировать, чтобы какие-то вот правила были соблюдены во время предвыборной кампании. Видите, частная социальная сеть компании. Вот в Кыргызстане, смотрите, сейчас у нас 6 миллионов населения, а уже больше 9 миллионов абонентов мобильной связи. В прошлом году, смею предположить, что из этих 9 миллионов, наверное, 6 они более и создают такое, как бы ложное, зрители постоянно пользуются. И вот по данным Pekla Studia, это студия у нас здесь в Кыргызстане, которая занимается интернет-рекламой, вот в Гугле, оказывается, зарегистрировано более 2 миллионов пользователей кыргызстанцев, в Инстаграме тоже столько же, почти 3, в Фейсбуке около миллиона, на Ютубе около 2 миллионов. Просто цифры поражают, насколько кыргызстанцы активны в интернете и в социальных медиа. И здесь я специально вот выделил социальные медиа или социальные сети. Мне больше нравится, импонирует, и мне кажется, оно больше отражает суть социальных медиа, выражение в английском языке social media, чем нейтральная такой социальной сети или социальный тармактар. Потому что кыргызча социальный тармактар деген это вот буквальный перевод социальных сетей, и как-то вот оно нивелирует и снижает. А социальные Facebook, YouTube, все они давно уже стали именно медиа социальными, social media, а не сети. То есть если сначала их воспринимали как сеть, которая распространяет, но они уже как стали полноправными хозяевами медиапространства. Мне кажется, вот английское определение social media, оно более точно отражает суть. И я думаю, что нам тоже надо говорить больше социальных медиа, чем сети или тармактар. Вот правильно, как подметил Джунус, уровень медиаинформационной грамотности, гражданской чувствительности и ответственности, к сожалению, у нас просто нулевой. Чтобы даже сейчас во время презентации не вызывать язык вражды, да, хейтерские комментарии, я не стал тут конкретно приводить какие-то реальные примеры, но достаточно зайти в группы, которые есть на Фейсбуке, в Одноклассниках, паблике в Инстаграм, и почитать комментарии, насколько люди просто... Да, принято говорить, что большинство из них фейки, но там есть и реальные люди. Просто если за комментарием зайти, ты видишь, что реальную женщину, реального мужчину, но то, что они написали, ну, просто не укладывается в голове, настолько полны ненависти, языка вражды по отношению к другому человеку. И у нас жертвами атак хейтеров, да, вот как Расул подметил, первыми это были паломники, которые возвращались с умра с Малого Хаджа, да, тоже это просто была волна исламофобских, антимусульманских высказываний, даже журналистских материалов. Многие были непрофессиональны, то есть они даже не знали,
что госкомиссии и муфтият никакого отношения к организации малого паломничества вообще не имеют. То есть они вообще даже понятия не имели, что есть большое паломничество и малое, да, хадж и умра, все путали. Но первыми до паломников были китайцы, когда вот было полно антикитайских высказываний, что якобы это специальная болезнь, вирус китайский, что это вот они во всем виноваты. После вот были паломники, о которых вот упомянул Расул, а после паломников, когда уже ближе к маю, значит, пошла другая волна информационная, да, в частности, с паломников переключились уже на всех мусульман. То есть уже пошла такая более шире антимусульманская риторика, и, к сожалению, в этих хейтерских высказываниях были замечены и лидеры мнений. То есть это люди, которые имеют больших подписчиков, то есть абсолютно не фейковые люди, к сожалению. А вот предвыборной кампании жертвами хейтеров стали именно женщины-политики. Почему-то пользователи именно им, женщинам-политикам, не прощают никаких ошибок, изменений мнений, да, корректировка своих каких-то политических высказываний или изменений своих политических взглядов, направлений. То есть если мужчинам-политикам более терпимы, хотя там тоже очень много, да, политиков, которые меняют свои политические взгляды, партии и так далее. То женщинам такие просчеты, ошибки или изменения политических взглядов мнений не прощают. С ними очень жестко обращаются. И в группах в социальных медиа, в частности на Фейсбуке, очень много оскорбительных призывов, даже призывов, которые призывают к насилию. И когда я зашел, вот, нажал на аватарки тех людей, которые призывают насилие, я был очень удивлен, что это не фейки, а реальные люди. То есть там были семейные их фотографии. То есть это вполне реальные люди, но которые не чувствуют ответственности и не понимают, что вот это маленькое слово, предложение из 2-3 слов может стать причиной реального нападения на этих людей, в частности, на женщин-политиков. И вот у нас вот язык вражды в социальных сетях, он подразделяется, вот, есть разные, да, хейтеры, кибербуллинг, кибермобинг, холивар, пранк. У нас, к сожалению, уже есть все виды вражды в социальных медиа. И, как я выше отметил, чаще всего становится именно жертвой именно женщины. Именно женщины. Вот рекомендаций, как стать, не стать жертвой. Универсальных каких-то рекомендаций нету. Каждый случай индивидуальный. Но есть какие-то общие такие рекомендации. Это значит, вот нельзя спорить с хейтерами. Потому что это борьба с ветряными мельницами. Это просто бесполезно. Иногда лучше игнорировать. Некоторые, вот, например, политики, общественные лидеры пытаются иногда платить. То есть они, когда увидели, они пишут личку и пытаются переманить. Ни в коем случае этого тоже нельзя делать, потому что ему могут больше заплатить, и это может все боком быть. И надо еще вот различать тех, не все, кто критикует, это хейтеры. Вот именно в этом отношении как раз и артикль 19 делают эту тонкую такую линию, когда это есть критика, а когда это есть язык вражды. Но, честно говоря, я сам иногда тоже путаюсь, потому что очень сложно провести вот эту границу, когда это критика, а когда это язык вражды. Потому что это такое наслоение вот эмоционально окрашенной лексики негативной, то очень сложно четко провести грань какую-то. Вот тут такой вот интересная такая диаграмма, какие страны наиболее культурные в интернете, да, ну, Кыргызстан вот из-за нашей малочисленности тут нету, а просто вот обратить внимание просто, что на первом месте стоит совершенно другие, вот, наверное, вот страны стоят, которые
политическая ситуация, мне кажется, либо нейтральная, либо у них высокий уровень такой культуры. К сожалению, у нас цифровой культуры у нас нет. Потому что в Кыргызстане, когда мы говорим про интернет, мы чаще сводим все к техническим вопросам. Мы вообще не говорим о цифровой культуре, о цифровой грамотности, о цифровых законах, о цифровой этике. А уже у нас есть майнинговые компании, уже больше 2 миллионов кыргызстанцев сидят в интернете, в социальных медиа зарегистрированы. Государственные структуры подключены к интернету, то есть есть угрозы цифровой безопасности. То есть мы уже там, но законодательных этих не хватает, так же как и этических каких-то норм, чтобы регулировать. Вот, как я вот выше ответил, вот универсального, к сожалению, нет. Я тоже, честно говоря, не знаю, какой рецепт. Ну, наверное, нужно начинать с образования граждан, с цифрового образования, медиаинформационной грамотности, потому что с развитием интернета, вот ЮНЕСКО, например, уже постепенно отходит от понятия медиаинформационная грамотность, чтобы туда включать и цифровые технологии, и они уже говорят цифровая грамотность. И уже внутри есть элементы медиа и информационной и цифровой грамотности, чтобы все в ней охватывать. И, наверное, внедрять какие-то принципы поведения в социальных медиа, и чтобы администраторы групп, администраторы страниц были более ответственны тоже, да, потому что, с одной стороны, вот помните случай, когда задержали администратора одной из групп за то, что там был вот хейтерский такой провокационное сообщение. С одной стороны, да, он вроде как бы не виноват, потому что это не он писал, написали другие пользователи, но группа его. Вот как нам вот выработать какие-то правила, чтобы, ну, я не знаю, как-то вот обезопасить в этом случае и пользователя, и администратора таких страниц и групп социальных медиа. И, наверное, нужно вносить изменения в законы с учетом развития интернета, потому что у нас, к сожалению, вот, ничего не регулируется. Вот даже вот этот закон о манипуляции, я знаю его начало, он совершенно вначале назывался, знаете как, он назывался закон о защите детей от вредной информации в интернете. Я читал его, вот, значит, справку, обоснование, это все было опубликовано на нашей платформе, а потом как-то его благополучно забыли, и через пару месяцев он трансформировался в закон о манипуляции. А начинался он закон о защите детей от вредной информации. Такие законопроекты есть в Штатах, есть во многих странах Европы. Есть, например, YouTube Kids, Facebook Kids. А это именно создано для того, чтобы защитить детей от языка вражды, от нежелательной информации, хотя бы на начальном уровне. 100% гарантии не дает, но хотя бы эти. Если кто сейчас вот из слушателей вот, загружает видео на YouTube или имеет свой канал, наверняка обращали внимание, что там появилась такая графа «Видео для детей и не для детей». И наверху написано «Согласно законодательству Соединенных Штатов Америки». То есть сегодня социальные медиа и платформы действуют согласно законодательству Соединенных Штатов Америки. Они защищают их права своих граждан от хейтов, от языка вражды, юных американцев от нежелательной провокационной информации. И то же самое нужно делать нам. И, может быть, начать хотя бы с малого, с образования, цифрового образования, медиаинформационного образования. И вот сейчас, вот, когда идет дистанционное образование в школах, университетах, жаль, что летние месяцы не были проведены массовые курсы для учителей и преподавателей по медиаинформационной и цифровой грамотности, чтобы они могли бы потом это эффективно использовать, когда вот начался учебный процесс. Спасибо, у меня все. Спасибо большое, Алмаз. Очень содержательная, очень интересная, конечно, была презентация. У меня вопрос. Вот вы использовали некоторые постеры, да, я так понял?
или инфографики. Да. А где их можно так Я изучить? могу вам выслать. Их нет в этом, да? Нет, есть. Я просто сейчас вот там ссылки длинные, сложно сейчас вот сразу назвать. Но Да, это постеры, значит, да, вот эти постеры. Нет, вот те постеры, где вы даете характеристику этим хейтерам, кибербуллинг, кибермоббинг. это наши постеры, те, которые кибербуллинг. Это мы делали на основе других исследований. Постеры наши, они все размещены на нашем портале и в социальных медиах. Да, можете тогда вот прям в чате вписать ваши адреса ваших этих, Хорошо, хорошо. чтобы мы могли. Ага. Да, очень, очень, конечно, интересно. А вот у меня такой вопрос. Конечно, был вопрос, у меня изначально был вопрос, как повысить уровень медиаинформационной грамотности. А, Ну, предваряя такой вопрос, сказать, что ам, у вас нет такого рецепта, ну, вы тоже сказали, что необходимо повышать такую информированность. Вот по вашему мнению, кто, если этим заниматься, какой орган государственный, негосударственный, кто этим должен как бы процессом руководить? Мгм. Я думаю, что это должны все, кто какую область курирует, да. Если это Министерство образования и науки, то они должны вот в школах, в университетах, да, шире. Но это не должен быть отдельный предмет. У нас очень часто, когда что-то новое прилагаешь, сразу делают новый предмет и заставляют учиться. Нет, он должен Под быть определенные ресурсы, везде. конечно, Это, обязательно. Под это выделяется. да, это, например, тот же вот урок, вот, по-моему, урок, вот этот факультативный, да, история, культура мировых религий. То есть Да. даже там должно быть элементы медиаинформационной грамоты, критического мышления, анализа. Уроки Мгм. истории, уроки алгебры даже алгебры. Вот казалось бы, вот все, когда говоришь медиаинформационно, они думают, это имеет только гуманитарный, но даже можно точные науки анализировать. Вот даже вот этот случай, помните, когда критиковали новые учебники и сказали, что 9-й планеты нету, Мгм. Плутона, да? Ну, Да. это же тоже как медиаинформацион, потому что эти книги учитывали порядок планет, который был 100 лет назад, а сегодня уже поменялся. Мгм. И вот учителя и журналисты, которые критиковали, они основывались на новые данные, то есть они делали критический анализ. Поэтому, если говорить про школы и вузы, то это Министерство образования и науки. Мгм. Если это говорить про религиозные организации, то это, конечно, сами непосредственно религиозные организации. Я думаю, что их должны на это как-то сподвигнуть Государственная комиссия по делам религии, да. Что это значит? Вот они должны быть более активны. Например, во время пандемии я специально анализировал в течение 4 месяцев, как Мгм. наши религиозные организации будут вот использовать возможности социальных медиа, вообще интернета. К сожалению, никто из них не использую. Я не видел онлайн трансляции вот, богослужений или каких-то пояснений. Они мне говорили, что они делают на WhatsApp. Мгм. Я говорю, ну а для всех, WhatsApp же всех не может охватить, да? Это Да. раз. А муфтияте мне сказали, что они не делали из-за особенностей намаза в исламе, когда это должно быть вот именно, ну, физически кто-то рядом должен находиться, да. Но мне кажется, что с учетом развития надо какие-то изменения вносить для того, чтобы быть ближе к верующим, да, к своей общине. Вот этого, к сожалению, не использовали. И Мгм. очень часто практически, вот, например, у Муфтиата это сайт, такой сайт благотворительной организации. То есть все сообщения в основном ориентированы. То есть вообще нету таких вот сообщений, как с точки зрения ислама и шариат, мусульманского права, вообще мусульманских традиций рассматривать социальные медиа. И как Мгм. вообще мусульманин должен себя вести в социальных медиа? Этого нет. То же самое нету на сайте Русской Православной Церкви.
Сайт католической церкви в Кыргызстане, он вообще мертвый практически. То есть они никак не использовали возможность социальных медиа. А между тем, если мы зайдем, вот просто дадим поиск ислам или Бог, или атеизм в Фейсбуке, там столько групп, там просто огромное количество подписчиков. И они все не регулируются, то есть там они не открыты религиозным организациям. Это частные лица, граждане, отдельные пользователи. И это, я считаю, что это плохо, потому что религиозные организации зарегистрированы тоже должны быть представлены, они должны понимать силу. Вот эту карту я не зря привожу все время, чтобы показать, насколько социальными медиа сегодня владеют владельцы всего мира. Они контролируют нашу жизнь. Вот даже элементарно вот этот интерфейс Фейсбука, вот казалось бы мелочь, я не знаю, как вы, я каждый раз возвращаюсь на старую версию, потому что мне неудобно. Но я знаю, что однажды они ее отключат, я вынужден буду играть по их правилам. Вот это маленький штрих, который покажет, что мы подчиняемся другим. И то же самое, как загрузка видео на YouTube, когда мы вынуждены подчиняться законам Соединенных Штатов и YouTube, правил YouTube, живя здесь, в Кыргызстане. Поэтому это говорит, насколько социальные медиа, интернет просто вот эти границы уничтожило, и нам нужно везде вводить. Но я считаю, что это не должен быть какой-то отдельный предмет или дисциплина, или какой-то отдельный институт или организация. Это должно быть везде. И вот этот критический уровень, чувствительность, вот у нас как-то, я не знаю, вот люди вот пишут и, наверное, вот не чувствуют, что это слово может кого-то задеть, обидеть и даже призвать к насилию. Вот вряд ли бы они в лицо сказали бы человеку, если бы он стоял бы напротив этого. Да. Я когда зашел, я был очень удивлен, что это были не фейки. Это были реальные люди, у них были семейные фотографии, путешествия, Москва, Турция, там дети, семья. И по фотографии, ну, вполне приличные люди. Но почему они написали именно призыв к насилию? Чтобы этого человека изнасиловать, убить, прирезать, именно не избить, не дурак, а именно вот изнасиловать, убить и так далее. И это очень плохо, это опасно. И я, честно говоря, вот, не знаю, универсального вот такого, да. Если бы вот эта 313 статья работала бы, и, наверное, половина кыргызстанцев, наверное, можно было бы посадить или оштрафовать, да, за это, да. Вот просто вот, наверное, правоохранительные органы тоже, не знаю, они реагируют на самые резонансные случаи, да. И нам надо уже, не знаю, этот универсального рецепта, вот, честно, вот, Расул, нет, вот, не знаю, вот. Но, наверное, с образованием и изменения некоторых законов я за это. Хотя вот часть моих коллег вот против любых изменений законов, которые касаются интернета и медиа, но я за то, чтобы какие-то правила... Это как движение на перекрестке, когда вот попробуйте вот Чуй, проспект Манаса. Отключайте светофор на пару минут. И что там будет твориться? На пару минут светофор отключить, никто не уступит дорогу. Никто. Один попытается уступить, остальные 10 не уступят, и там начнется затор. Как только светофор зажигается, все, пробка исчезает. Люди моментально начинают следовать правилам светофора, и все нормально. Да, конечно, правильно вы говорите, что... Да, я хотел бы дать возможность нашим участникам задать вопросы. Да. Если у кого есть, да, здесь Шакират поднимает руку, пожалуйста, Шакират, вам слово. Здравствуйте, Алмаз. Спасибо большое за презентацию, очень интересно было. У меня такой вопрос. Вот у нас вот этот проект, он идет, ну, наверное, вы знаете, это именно в как бы участие религиозного сообщества на реагирование по ковиду. И вот у нас следующее будет заседание рабочей группы, где мы как раз будем обсуждать
ну, попросили РЦУС от Минздрава, да, чтобы они нам тоже представили вообще план правительства по подготовке ко второй волне, которая с участием, ну, с учетом наших последних событий, да, с участием больших масс людей. Вот. Есть такая вероятность, что это намного повышает уровень, ну, того, что вероятность второй волны, и, соответственно, ну, и сейчас цифры идут, да, вверх по заболеваемости. Да. Вот у меня такой вопрос. Вот в свете вот вашей презентации, тем более, что у нас участники это как раз-таки религиозное сообщество, вот какие бы вы дали, может быть, рекомендации, да? Вот вы уже немножко об этом говорили, что как бы удивительно, что они не пользовались, да, вот соцсетями, то есть не пользуются как в полной мере, вот такой эффективный инструмент, да, коммуникации. Ну, может быть, вот сейчас, вот особенно с учетом того, что вот сейчас пойдет вот эта волна, как бы в подготовке к ней, и потом вот в период этой волны для того, чтобы, может быть, как-то... Потому что многие организации религиозные, это были вот как раз-таки среди волонтеров, да, тех, которые там и дневные стационары открывали, там помогали гуманитарной помощи, ну и так далее, да. Но координации вот не было, к сожалению, такой хорошей координации не было, потому что, конечно, все столкнулись с этим впервые, и как бы уже по ходу действия. Но так как сейчас мы предполагаем, ну, уже опыт есть, плюс мы предполагаем об этой второй волне, и вот тем более у нас будет вот это заседание рабочей группы на следующей неделе буквально. И вот мы думали, какие могли бы вы дать рекомендации в плане использования вот соцсетей, потом, ну, естественно, с учетом так, чтобы это можно было как-то управлять вот этим накалом страстей, да, как-то, ну, и с одной стороны координация, а с другой стороны вот именно с точки зрения вот этих вот языка вражды, недопущения или смягчения его каким-то образом. Вот, может быть, какие-то конкретные рекомендации, чтобы мы могли уже вот, ну, сейчас озвучить их, да, и, может быть, действительно еще и обсудить на следующем заседании рабочей группы в плане того, чтобы какой-то план действий выработать, наверное. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я считаю, что нужно в первую очередь реанимировать все свои страницы социальных медиа. То есть надо, чтобы почистили страницу, администраторские функции, чтобы грамотно были распределены. Обновлены были мультимедийная продукция. И второе, надо посмотреть, как часто они обновляют, насколько у них хватает человеческих ресурсов. Да? Если достаточно, то надо, значит, обновление каждый день делать. Если недостаточно, то надо поставить хотя бы на время. Да? То есть обновлять раз в неделю, но часть публикаций можно поставить на время. Но больше всего... мне кажется, нужна реакция на те события, которые происходят в обществе. И когда религиозные организации реагируют на COVID только потому, что их эфир организовала Государственная комиссия по делам религии, это не вызывает доверия. Но почему надо ждать, когда им позвонит из Государственной комиссии по делам религии и скажут, а теперь давайте отреагируйте на COVID, или на выборы, или на пандемию. Должна быть собственная реакция самостоятельная, поэтому нельзя ждать. И все-таки, когда такие призывы идут под шапкой государственного органа, оно по-другому воспринимается. Как будто вот их заставили это высказать и так далее. Хотя, возможно, это было, то есть это не было этим таким, да, то есть это добровольно, но согласись, когда в эфире вот сидят вот представители муфтията и Русской Православной Церкви и Государственная комиссия распространения, то это совершенно другая реакция. И должна быть от них самих. Вот этого не было. Не было, к сожалению, когда была волна фейков в отношении COVID, когда люди не верили со стороны религиозных организаций, не было более внятных, четких разъяснений по этому вирусу. Только когда, к сожалению, мы услышали, да, увидели, что умер
один из известных богословов не только Кыргызстана, но и Центральной Азии, бывший муфти Чувагаджи, и это на всех произвело очень сильный эффект. Я заметил, что именно его смерть повлияла на изменение мнения мусульманского сообщества в Кыргызстане по отношению к... До этого часть не верила, и это плохо. То есть и еще что-то во время пандемии, когда вот вы волонтеров упомянули, к сожалению, вот эта информация о волонтерах была только на их собственных ресурсах. Они не занимались распространением информации о том, какую помощь они оказывают. Я сделал 2 публикации на своей платформе о том, какую помощь оказывает именно мусульманское духовенство в Кыргызстане. И эта маленькая публикация имела огромное число перепостов, потому что люди увидели, что не только гражданские организации или волонтеры, но и мусульманское сообщество не стоит в стороне, оно предоставляет медресе, подстационары, собирает деньги для покупки необходимого оборудования. Но, к сожалению, эта информация была только на странице муфтиата и только на кыргызском языке. То есть для тех, кто не владеет кыргызским языком или не считает себя мусульманами, или не заходит на сайт муфтиата, им не была доступна такая информация. Надо ее тоже шире распространять. И надо реагировать на все общественные события, которые происходят в стране. Вот то, что Кадыр Маликов сделал, сообщение к волонтерам, да, ночью в мэрии, это очень положительный эффект имело. Потому что вот религиозный деятель пришел, поддержал их, когда вот волонтеров, сказал свои слова, а других не было слышно. Они появились только потом, оптом, так это, да, один за другим, 7-го появились, когда все казы, все муфти начали такие дежурные, такие, ну, стандартные такие заявления. Но почему этого нельзя было раньше сделать? Не обязательно вмешиваться в политические процессы, а просто призвать к ответственности, к миру граждан. Не только муфтиат, но это должны были сделать и Русская Православная Церковь, католики, протестанты, как самые религиозные организации, у которых такие большие общины. Но, видимо, они делали только в своих общинах, мы этого не слышали. Вот я видел ваш ролик, где вы собрали всех религиозных лидеров, да, очень мне понравился. Нужно побольше таких, и нужно распространять, и, наверное, лучше убрать лого тех организаций, которые профинансировали, потому что, когда они стоят, то обыватель воспринимает совершенно по-другому такая информация. Как будто вот без них бы они бы не призвали бы к миру, благоразумию. Надо, чтобы эти призывы были искренние, от души. И вот к этому я призвал бы, да. То есть первое, в социальных медиа им надо реанимировать свои страницы, восстановить администраторские функции. Второе, поставить на поток обновлений своего сайта. Третье, язык расширить, то есть не только кыргызский, русский, или наоборот, не только русский, но и кыргызский язык. Четвертое, реагировать на те события, которые происходят в стране. И здесь нет нарушения закона, они могут реагировать как граждане. Они никакого закона не нарушают, когда говорят, что, ну, у нас говорят, религия отделена от государства. В данном случае они не вмешиваются в политические процессы, они просто призывают там благоразумию. Вот сейчас вот я вчера видел часть митинга перед домом правительства, да, там, кстати, да, сказали, а где имамы, а где муфтиат? Их тоже надо поменять. То есть потому что они не слышат голос религиозных деятелей. Не слышат, а где вот эти авторитеты, которые имеют огромное число подписчиков в социальных медиа, в том числе на YouTube. Их не слышно. Ну здесь опять же та же статья в Конституции играет не в пользу религиозных деятелей. То есть если религиозный деятель начинает высказываться в
критической ситуации, то сразу одна часть, которая не хочет какой-то, ну, хочет добиться какого-то результата, она скажет, что вот куда они лезут. Есть и Да. такая сторона. Ну, религиозные организации могут стать буфером, то есть призвать к переговорам, к ответственному поведению, то есть не вмешиваясь напрямую в политический процесс, не занимая сторону ни одной из групп, а просто призвать. Потому что сейчас нам, вот мы же все видим, что почему в тупике до сих пор уже 15 октября, да? Потому что нету какой-то одной силы, которая бы объединила бы их всех, заставила бы сесть за стол, отбросить все свои амбиции и переговорить. Никто не хочет слушать друг друга. Ну, я бы, знаете, не сказал, что таких призывов нету со стороны муфтиата и других религиозных деятелей. Такие призывы идут. Нет, были. 7 октября был первый этот, 6 был Кадыр Маликов в Фейсбуке, и 7 пошли Козы и Муфтий. Да, но другой вопрос, в пылу таких баталий, там, в пылу такого страсти достижения своих целей, я не знаю, насколько они прислушиваются к мнению, например, того же муфтиата. Это очень интересный момент, Расул. Я с вами, да, здесь вот согласен. Это, кстати, вот это тоже отдельный, наверное, Да. такой аспект, который можно изучить, насколько религиозные деятельные, вот, влиятельные именно во время таких вот гражданских волнений, да, насколько прислушивается. Да. Одно дело пятничный намаз, Да. когда тебя слушают, потому что там есть требования, ты должен сидеть, слушать. А здесь вот неконтролируемые, да, насколько они имеют вес и авторитет реально. Да. В той же толпе. Расул, можно? Да, пожалуйста, Джинус. Прощение, да, у меня частенько пропадает интернет. Вот я по поводу действий религиозных организаций, религиозных лидеров определенных. Тут, наверное, вопрос стоит согласование их действий с нами, потому что в некоторые моменты они должны согласовать перед тем выступить или перед тем что-то высказать. И, наверное, этот вопрос у них тоже немножко затормаживает их действия. Этот вопрос тоже нужно доработать. И я хотел еще задать вопрос. Вот, учитывая того, что участились рост фейковых новостей или же вообще языка вражды, можно ли поднять вопрос о регулировании вот, информации и вообще интернет-пространстве, контроле, в частности? Это... И какие риски могут быть? Ага. Да, я насчет выступления я понимаю, что я согласен с вами, Джунус и с Расулом, да, есть рамка закона, но я имел в виду вот именно не политические, а вот именно призывы к переговорам, к миру и согласию, потому что вот мы все были свидетелями, иногда вот, не знаю, как вам, мне даже какие-то видео напоминали американский фильм «Судный день». То есть вот было ощущение, что вот полный хаос сейчас. И мы все с ужасом ждали наступления ночи, просто не знаю, что там будет. А что касается вот регулирования информации, это практически невозможно, учитывая специфику интернета. Единственная страна в мире, которая полностью смогла защититься от интернета, это не Китай, это Корейская Народно-Демократическая Республика. Просто у них нет интернета. В Китае тоже есть интернет, да. Там он есть другой, но есть и тот интернет, который есть у нас. Просто он в какой-то деревне он недоступен, но в городе он все равно есть. Нужны какие-то специальные устройства и так далее. То есть все равно они не могут полностью поставить заслон. Просто они создали веб-чат такой, да, который охватывает все социальные медиа для того, чтобы китайские граждане были заинтересованы именно в этой платформе и не загружали себе другое. Вот. Тотального запрета у них нету, поэтому регулирование это сложно и невозможно. Наверное, больше надо учить
медиаинформационной грамотности граждан со школы, с университетов. Всех, конечно, не научишь, но надо начинать со школ, университетов и взрослых людей, которые не охвачены образованием. Да? То есть это элементарные просто навыки. Вот я вот даже вот на тренингах, когда у них спрашиваешь, есть ли у них Gmail почта, они говорят нет. Но они не подозревают, что 90% людей, которые в мире пользуются смартфоном, они уже сидят в Gmail, в Google. Они не знают об этом. И они не подозревают о том, что кто-то им открыл почту, есть пароль к этой почте, и этот человек может все, что нужно там скачать, все данные использовать, украсть. Как вот этот парень, которого вчера задержала милиция, и он говорит, это не я сделал, это кто-то смонтировал, похожее на меня. Извините, это не я, но я все равно прошу прощения, он так сказал на видео. Вот. И поэтому, если люди будут беспечно относиться к своим данным, вот, которые вот на смартфоне, ведь смартфон, вот очень часто вот мы на автомате вот на английском слушаем, это вот умный телефон. Это телефон, который больше мини-компьютер. Там все данные, вся наша жизнь. Если люди не знают об этом и не придают этому значения большое, то, конечно, у нас будет много таких вот случаев, как вот с этим молодым парнем, которые использовали фото и видео. Поэтому тут надо начать, вот, наверное, с образования, второе. И второе, наверное, с изменения некоторых вот законов для того, чтобы мы могли как-то регулировать в общем интернет-пространстве, в общем. Да, защиты наших. Например, у специалистов по цифровой безопасности международных Кыргызстан входит в черную серую зону. Почему? Потому что подавляющее большинство кыргызстанцев не пользуется антивирусом, не загружает антивирус и пользуется пиратскими программами. Поэтому наши электронные почты, там вот, ну, где-то по 10, по 20 тысяч электронных почт с паролями стоят от 5 до 7 долларов за этот пакет. То есть на нас учатся вот эти начинающие хакеры, да? Потом они, когда нашу почту взломали, это они потом уже переходят на другой уровень. А вначале вот рассылка вирусов всяких, спама. То есть они экспериментируют. А все потому, что мы даже здесь вот участвующие, вот, кто из нас вот признает, что мы не пользуемся пиратскими программами, и у нас лицензионный антивирус? Нет. Вот с этого элементарно начинается. Надо начинать, вот, чтобы вы шире знали про цифровое право, цифровую этику и цифровая безопасность. Но мы чаще сейчас говорим про цифровую безопасность, больше техническую. Практически не говорим про цифровую этику и цифровые законы. Рахмат, Алмаз мырза. Біз мүмкін болушынша көбірек аудитория жеткілікті болу үшін Кыргызстандагы суроолорду берип, Кыргызстандагы жоопторду алсак жакшы болот эле. Менде бир суроо бар да. Бул сөз эркиндиги менен ошол жек көрүү тилин чектөөдө ошол жерде мындай ортосунда чек бар да, ошол чекти кантип таап алса болот? Же болбосо ошол чекти бузбай, сөз эркиндигин бузбай биз кантип ушундай регулятивный нормаларды киргизе алабыз? Эң кыйын суроо ушул. Бул суроо чын айтсам мен деле эч ким жооп жок, универсалдуу жооп жок да. Кээ бирки укук коргоочулар мен бул кастык тил, утуп айтпаш керек эле, жазбаш керек эле десем, мага айтышат, жок, бул деген сөз эркиндиги. Ал өзүнүн оюн билдирип атат да. Ал эчтеке кыймыл аракет жасаган жокко дейт. Мен айтып атам, ошол кастык тилден, ошол сөздөн анан башка бирөө кыймыл аракет жасашы мүмкүн да. Анда дейт, анда жасаганда анда башка мыйзам иштейт дейт да. Алардын ою ушундай. Бирок менин оюмча өтө мындай курч, мындай кастык тилге баары неме кылышыбыз керек, мындай бөгөт коюшубуз керек. Мыйзам чегинде болуш керек ал деген.
жөн эле бул мындай деди, анан бирок эчтеке мындай кылгыла деп айткан жокко деп күтпөш керек. Сөзсүз эле бир нерсе чыгыш керекпи, анан чыккандан кийин анан бир реакция кылабызбы. Менин оюмча ага чейин неме болуш керек. Анан сөз эркиндиги менен мындай ар бир өлкөдө кастык тилдин өзүнүн сөздүгү болот экен да. Мисалы Европада өлкөлөрүнө көбүрөөк мусулмандар менен мигранттарга каршыраак болгон үчүн кастык тил сөздүгүндө именно журналисттер үчүн жалаң ушундай мусулмандарга жана мигранттарга тиешелүү сөздөр экен. Бизде болсо маселе башкача болгон үчүн бизде менин оюмча ушул кастык тилге бул динге, аймактарга, башка улуттарга тиешелүү какой-то сөздүк болуш керек да, түшүндүрүш керек. Ар бир өлкөнүн өз немеси бар экен. Ошол эле мисалы биз орусча үйрөнүп келатпайбы? Орус тилде мисалы еврейлерде жид дегенде бул кастык тилде эсептелет. Польшада болсо бул литературная норма. Польшанын адай тилинде жид деген бул нормальный сөз. Бизде наоборот. Ошондон ар бир өлкөнүн эмеси бар да. Менин оюмча Кыргызстанда болсо эгер мыйзамдар жөнүндө айтсак, мыйзамда чын айтсаң, медиага тиешелүү мыйзамда чын айтсак, моралдык түрдө эскирип кетти. Алар 92-жылы, анан акыркы 2007-жылы кабыл алынган 5 мыйзам бар. Ал жерде интернет деген сөз деле жок. Ошондон аларды өзгөртүп бир мыйзам кылышы керек. Анан сөз эркиндиги менен кастык тилди сөзсүз мындай отдельно караш керек да. Көп учурда экөөнү бир кылып койгон үчүн көпчүлүк ойлойт, бул значит сөз эркиндиги болгон үчүн кастык тил чыгып атат. Бирок бул жерде кастык тил менен сөз эркиндигинин тиешеси жок. Это все равно как азыр биз кастык тил, фейк дегенде көпчүлүк мен байкамда тренингтерде интернетте фейктер толтура деп сүйлөшөт. Бирок андай эмес. Фейк деген жалган деле мурун деле болгон. Жөн эле азыр интернет заманында буну таратуу жеңил болуп калды да. Мурун мен жалган нерсени айтыш үчүн бирөөгө атайын барышым керек эле. Азыр жөн эле үйдө отуруп эле, кайда отурган болсом, WhatsApp'тан, Facebook'тан, каалаган социалдык медиа кирип туруп, жалган бир мындай провокациялык неме сүрөттү видеону жүктөп таратышым мүмкүн. Жеңил болуп калды да. Бирок фейк деген дайыма болгон. Ошондон какой-то вот точный неме жок да. Жөнгө салуучу мыйзамдык актылар иштелип чыгыш керек. Коргоочулар, юристтер айтат да, кээбирки ошол эле кастык тил боюнча ар бир сөздө өзүнүн кастык тилдин сөздүгү болот дейт. Ошону биз кантип мыйзамга киргизе алабыз? Вдруг 10 жылдан кийин алар эскирип, башка сөздөр кастык тилге кирип калат ал сөздүккө. Бул сөздөр уже мисалы бул жерде эфирде айтпай эле коеюн, мисалы башка бир Кыргызстанда бир улуттунда анын тарыхый аты бар. Ошону биз азыр эгер айтсак кастык тилде айтыш мүмкүн. Анын өзүнүн самоназваниясы бар орусча айтмакчы. Ал башка. Какие-то 100 жыл мурун бул кастык тил эмес эле. Азыр болсо кастык тилге кирип калды. Ошон үчүн юристтердин туура, алар дейт, эгер мыйзамга түздөн түз киргизип койсок дейт, анда ар 5-6 жылда өзгөртүшкө туура келет. Ошондон жалпы эле айтышыбыз керек, кайсы учурда мындай кастык тил какой-то бир кыймыл аракетке, мыйзамсыз кыймыл аракетке алып келсе, ошондо биз жоопко тартышыбыз керек деп атат. Ошондон менин оюмча башында мен айтып кетпедимби, баягы көрсөтүп. Бардыгы эле мындай жалпы эле айтышкан экен да, бул кастык тил деген эмне экен, мыйзам ичинде. Конкреттүү түрдө жазбаптыр эч ким. Себеби жазып койсо анда бири ошого эле байланып калышат экен да. Рахмат. Башка катышуучулардан эгер суроо орусча, кыргызча берсек болот. Суроо болсо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып берип алсаңыздар болот. Азырынча суроо катышуучулардан суроо жок болсо. Суроо жок болсо, давайте я вот этот подытожу, вот язык вражды дегенде. Язык вражды, вот действительно единого юридического определения нету, но это эмоционально окрашенная лексика, которая вызывает ненависть,
другому человеку или отдельной группе по различным признакам, национальным, религиозным, гендерным, различным, то есть нетерпимость. Универсального определения, у каждой страны свое определение, у каждой страны. В кыргызском законодательстве у нас нету языка враж, но есть статья в Уголовном кодексе, по которой привлекает к ответственности за разжигание межнациональной розни, межрелигиозной, межрегиональной на основе языка вражды. Но просто этого словосочетания нету, языка вражды, но статья есть. Вот. И это, к сожалению, язык вражды из-за специфики развития социальных медиа, когда анонимные аккаунты, все это способствует, к сожалению, и отсутствие цифровой культуры и этики. Социальные медиа сейчас пытаются заставлять, регистрироваться через телефон, указывать телефон, настоящий аватар. Да, ну вот хорошо, спасибо большое. Огромные монстры такие, монстры, они, влиятельные и становятся неповоротливыми, как империи в управлении. Поэтому у Facebook большие претензии были в Соединенных Штатах, во Франции, Великобритании, Хорватии. Именно они обвиняли Facebook, что они не следят за своими пользователями, и это, к сожалению, влияет на выборы и на настроение людей, способствуя распространению языка вражды. Facebook сказал I'm sorry и изменил интерфейс. Все, что он сделал. Но, с другой стороны, насколько этично то, что они будут влиять, Facebook влиять на своих подписчиков, или пользователей. Да, это тоже, потому что сейчас из-за этих требований американского законодательства, они же везде ужесточили правила политической рекламы. И все остальные страны, стали вынуждены были следовать этим правилам. Хотя это была проблема отдельно взятой страны. Но так как Facebook зарегистрирован в Америке, то они вынуждены следовать американским законам. Да, конечно. Хорошо, спасибо большое, Алмаз. Спасибо. Если у кого есть какие-то вопросы или какие-то предложения, пожалуйста, я слушаю. Если нет, то я хотел бы... Да, Удинус, у вас... Прошу прощения. Да. Это вебинары. Наши вебинары, каждый вебинар, получается, отдельная тема, да? Да. Или продолжение предыдущей? Потому что в предыдущий раз другая тема была, другую тему обсуждали. Да, но в целом вебинар в одном направлении. Мы, конечно, берем разные темы, но в направлении именно профилактики такого, профилактики языка вражды, профилактики каких-то конфликтных ситуаций, направлен на это. В прошлый раз мы говорили про COVID, в основном это направлено на именно ситуацию, связанную с ковидом. Хорошо, понятно. Вообще, спасибо организаторам, что такую тему. Мне кажется, вам надо обязательно продолжить именно шире социальные медиа и деятельность религиозных организаций, потому что это тема не одного вебинара и тренинга, и нужно их элементарно научить техническим навыкам, а потом, наверное, с ними уже провести по контенту, что можно печатать, как лучше печатать, чтобы они были бы более эффективно представлены в социальных медиа и могли доносить именно официальное мнение, именно
мусульманского духовенства, русской православной церкви, протестантской церкви, католиков и Государственной комиссии по делам религии. Потому что сейчас получается, то мы все реагируем как пожарники. То есть Да. сначала пожар, потом все едем тушить. И когда едем тушить, тоже не согласовываем действия. У всех у нас ведра, но нет воды. То есть приезжаем, а воды нет, а у всех ведра. Или наоборот. Шланг есть, нет воды. Поэтому нам нужно вот всем сгруппироваться и их научить. Они должны более эффективно. Потому что все исследования, которые вот вы даже инициировали, International, или другие организации за последние 2 года, везде я читала, говорится о том, какое большое влияние оказывают социальные медиа на настроение людей в плане вот религиозного образования, религиозной грамотности и просвещения. Поэтому нужно уже теперь переходить к практическим действиям. Согласно вот этим исследованиям, которые вот все организации, в том числе и вы, проводили, рекомендовали. Там очень интересные исследования. И мне кажется, уже надо переходить к конкретным действиям. Да. Конечно, было бы хорошо, но потенциал таких организаций ограничен. Но, несмотря на это, мы работаем. Но дальше уже, конечно, такой системный подход должен быть. Системный подход, и он должен интегрироваться вообще в такую большую политику тех организаций, которые реализуют госполитику, нацстратегию. Да, тем более сейчас же вот как раз идет обсуждение концепции. Все концепции, они уже как раз прошли же к этому логическому своему завершению. И там надо увеличить медиакомпании, и медиа взять шире. Не замыкаться на традиционных медиа, только телевидение, радио и газеты, или же только государственные. То есть медиа взять шире, вот, то есть написать шире, а потом внутри уже подразделения. Традиционные медиа, социальные медиа, религиозные медиа, там разные, да? То есть медиа взять шире, потому что предыдущих было очень сильно ограничено только государственными медиа. Даже не государственными медиа, а государственными телеканалами, ведомствами. Внутри еще ограничение пошло. Поэтому я призываю вот шире взять всех. Ну и спасибо за организацию. Очень интересная Да, тема. несомненно, в этот раз мы, наверное, уже возьмем шире. Именно в эту концепцию будем внедрять вот эту медиаграмотности. Да, тем более я согласен с Алмазом в том, что там роль традиционных медиа, к сожалению, все уменьшается. Роль нетрадиционных социальных медиа, как Алмаз обозначил, они растут, поэтому в разработке будущих документов обязательно надо учитывать этот момент и делать упор на это. Спасибо большое, Алмаз. И резюмируя сегодняшнюю встречу, я, наверное, резюмирую и скажу, что мы пришли к общему пониманию, да, что для того, чтобы эффективно противостоять такому хейтерству, языку вражды и предупреждать возможные конфликты в соцсетях, вне сети, как продолжение конфликта в соцсетях, да, нам необходимо, конечно, вкладываться в образование, именно цифровое медиаобразование наших детей в школах, наших религиозных организаций. И необходимо разрабатывать определенные правила в виде законопроектов, НПА, которые регулировали бы именно использование социальных медиа, чтобы предупредить злоупотребление ими социальными медиа в распространении языка вражды. Если у кого есть вопросы, то добро пожаловать. Если нет, то я, наверное, дам слово Шакират, чтобы
или Айпери? Кто? Ага. Мгм. Да, спасибо, Расул. Во-первых, Алмазу спасибо большое, потому что очень такое интересное получилось и презентация, и обсуждение. Мгм. Вот, мне кажется, тем более это наши вебинары, мы распространяем и по соцсетям, и в Ютубе размещаем. Вот мы сейчас как раз, вот пока обсуждали, я как раз спрашивала у коллег, сотрудников наших, есть какие-то, может быть, уже, значит, отзывы там от зрителей, да, вот, или будут, чтобы мы могли промониторить, и, может быть, тоже ответить на вопросы. И я с вами очень согласна, ну, вот с резюме, которое сейчас Расул сказал, и с тем, что есть необходимость вот именно религиозному сообществу, религиозным лидерам, да, особенно вот в нынешней ситуации в стране. И вот это действительно, вот этот видеоролик, который мы распространяем точнее, да, с их выступлениями, причем это действительно был их призыв от души, от сердца, да, то есть это не было каким-то, то есть это была их инициатива, которую мы просто поддержали на самом деле, то есть это не, если логотипы просто поставили, но это ввиду того, что там этот, ну, финансируется нами, да, как в рамках проекта, хотя, может быть, надо подумать над вашим предложением по поводу логотипов, но это было действительно от души, и, соответственно, поэтому я думаю, что религиозное сообщество могло бы сыграть вот такую, как бы, с одной стороны, стабилизирующую роль, а с другой стороны, действительно, вооружившись, точнее, используя, даже не вооружившись, наверное, это слово не совсем адекватно, используя вот эти вот знания, вот, используя более эффективно социальные сети, они бы могли действительно вот эту роль такую свою сыграть и эффективно воздействовать, да, вот, для того, чтобы, в принципе, действительно было единение, согласие в нашей стране. Вот, в том числе и в период пандемии, вторая волна не за горами, как бы говорят, нас так пугает. Она Вот, но тем не уже... менее, если мы... Да, она уже, да, и тем не менее, поэтому необходимо, чтобы мы могли, ну, сплотиться и более эффективно делать. Потому что вот лето показало, да, первая волна показала, как мы, простой народ, да, граждане страны, можем объединиться и противостоять даже вот такой глобальному вызову в мире, да, вот, который затронул нашу страну. И то же самое, я думаю, могли бы также вместе справиться. И вот здесь вот поэтому на этой площадке мы вырабатываем такие, как бы, наш план действий. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо. Алмаз, большое спасибо. Спасибо, Расул, Спасибо. за прекрасную модерацию. Спасибо большое. Нашим сотрудникам, Айпери, Юля, Искандер за организацию. И вот Абдыкаров, он, как всегда, делал нам прекрасный перевод. И я еще хотела поблагодарить Джунуса. Вот спасибо, как всегда, Госкомиссии по делам религии, вот в вашем лице сегодня. Во-первых, за поддержание, поддержку, да, вот всех, ну, вместе мы эту работу делаем, вместе организуем эти диалоговые площадки. И я надеюсь, что, может быть, мы тоже как бы подумаем, да, в плане того, что как усилить вот эту вот работу, да, в плане того, чтобы могли наши религиозные организации более эффективно использовать соцсети. Может быть, вот все, что касается законодательства, тоже мы, ну, это понятно, что это такой процесс не быстрый, но мы могли бы, может быть, инициировать какие-то конкретные рекомендации для обеспечения эффективной работы, да, вот в соцсетях, эффективной коммуникации, таких здоровых сил нашей страны. Здравых и здоровых. Спасибо большое. Вам тоже за организацию большое. Спасибо, Джунус. Спасибо всем. Спасибо. А насчет тут видео вашего, это вот, надеюсь, при монтаже это берете. Просто ремарка. Я бы вот предложил бы вот, да, какие-то